Высшую награду нерюнгринские школьники взяли в самом престижном Всероссийском форуме робототехники в Сочи. Ученики информационного технологического лицея номер 24 представили свои научные работы и исследовательские проекты лучшим профессорам Сколково и ведущим научно-исследовательским центром. О том, как удалось покорить научно-техническое пространство якутянам, в сюжете Надежды Акимовой. Представить нашу республику в Сочи выехала делегация в составе 8 человек. Из них 2 руководителей проектов и 6 участников. Ученики лицея 6-7 классов. Поездка состоялась благодаря средствам нашего лицея и родителям. Родители молодцы, они очень хорошо участвовали в финансировании этого нашего проекта по участию. Поэтому большая им благодарность за это. Руководители проекта не ожидали, что 2 наших конкурсанток, Виктория Майер и Ксения Мозгачева, из 50 участников с легкостью пройдут в финал. Шоком стал конечный результат финала. Обе девочки заняли первые места. Виктория в категории Лего, а Ксения в категории Умки. Разработки для Сколково. На этом сюрпризы для наших юных нерюнгринских исследовательниц не закончились. Ксения Мозгачева, единственная из 32 финалистов, получила самую высшую награду. В награды мы не верили, но девчонки отлично справились с задачей, отлично выступили. Команда в общей сложности очень хорошо выступила, поэтому все это, скорее всего, закономерно. Свой проект юная исследовательница Ксения Мозгачева разрабатывала около месяца. Планетоход «Умка» был сконструирован для того, чтобы в дальнейшем на поверхности холодных спутников можно было изучить особенности состава космического объекта. Ее устройство работает в автоматическом режиме и фиксирует информацию на LabDisk. На Сочинском фестивале Ксения не предполагала, что ее планетоход получит высшую награду. Я, конечно, волновалась, что такой простой проект, просто робот с лабдиском. Но потом, когда мне сказали, что это высшая награда, то что прям самый лучший проект из 30. Вторая участница Виктория Майер на фестивале представила своего робота Мавика. Девочку вдохновила идея создания робота, который может заменить человека в труднодоступных и малоизученных поверхностях планет и спутников. Юная исследовательница очень волновалась перед выступлением, но во время презентации Виктория собралась и выступила блестяще. Наверное, удивление, радость и, наверное, не знаю, скорее всего, такое чувство, что ты это сделал. Юных исследователей поздравили в родной школе. Им и их родителям были вручены грамоты и благодарственные письма. Отметили также и преподаватели, которые помогли юным исследователям создать уникальных роботов. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха-Нерюнгри.